Добрый день, уважаемый жюри. Меня зовут Антонов Тимур, ученик 9 класса из Сунтарской гимназии, воспитанник Сунтарского центра детского творчества. Я хочу рассказать проект обменно-высказывательные работы на объектах историко-культурного наследия в рамках проекта «Наследие архитектуры». Данная работа архитектурного наследия родного края краеведческой направленности создана для решения проблемы и воспитания через приобщение детей интерес к искусству, любовь и привязанность к родным местам. Она призвана также содействовать профессиональному самоопределению подростков и их психологической и практической подготовке к творческому труду. Мы решили исследовать эту тему и изучить. Крестьянская трехсвятительская церковь, первое одноклассное училище в село Сунтар Сунтарского улуса, Качкасский Николаевский собор, село Картем Хангаласского улуса. Актуальность. Данная тема обусловлена тем, что потомки, то есть нынешняя молодежь, плохо знают свою историю, в котором родились, и проблемой здесь является потеря интереса к истории, прошлому своей малой родины. Утрачены жизненно важные ценности, такие как духовно-нравственная культура и любовь к ближнему, память предков, и все это произошло вследствие всполагающего влияния интернета, утраты тяги к чтению, художественной, научно-познавательной литературы. Поиски решения этой проблемы осуществляются через посещение музеев, наследных библиотек, наблюдение, беседы с жителями села и района, чтение литературы по искусству, архитектурного краеведения, изучение интернет-ресурсов для поиска нужной информации, художественная и эстетическая деятельность, цель изучения архитектурного наследия своего родного края через виртуальное образовательное пространство, задачи знакомство с природным и культурным наследием, формирование новых знаний о культуре и истории родного края через дистанционное обучение, изучить историю литературы и архивных документов, исследовать особенности строительства, воспитывать эстетический вкус, интерес к искусству, любовь и привязанность к родным местам, укрепление межприятных связей, литература и изобразительное искусство, историю родного края, черчение, проведение обменно-высказывательных работ, перевод чертежей на графическом редакторе AutoCAD. Познавательная краеведческая работа имеет 3 этапа. Первый этап – получение готовых знаний и поиск источников работы с архивными документами, встреча с ветеранами, экскурсии. Второй этап – самостоятельное приобретение знаний, оформление докладов, презентация мерка, архитектурных чертежей, зарисовка, перевод на графическом редакторе AutoCAD. Третий этап – участие в научно-исследовательской деятельности, распространение опыта работы через Zoom, подготовка и проведение мероприятий, запуск электронных каталогов. Наша совместная команда из разных вузов работает уже 3-й год. В начале работы учащимся и педагогам дополнительное образование был составлен совместный план-график. Каждая команда школьников разработала отдельный проект своего архитектурного наследия. Работая над этим проектом, участницы изучили его историю, рассмотрели построение церкви как важное историческое событие, организация образовательного процесса в долине Самартай, то есть создание первого классного училища, проходилось в школу. В ходе посещения музеев ознакомились с архивными документами, что вызвало большой интерес участников. Проведение обменных работ в отношении памятников архитектуры позволяет сохранить без изменений первоначальный облик здания. Проведение обменных работ призвано способствовать сохранению первоначальных обликов зданий и позволяет точно зафиксировать пропорции конструктивного решения. Целевые группы проекта. Здесь собрались разные участники из разных улусов, такие как село Сунтар Сунтарского улуса, село Крестях Сунтарского улуса и из Хангаласского улуса. Всего участников 27. Как видите, здесь план-график на 1 год. В мае мы собрали и образовали участников. А в следующие месяца мы изучали объекты и переводили чертежи AutoCAD. Здесь искали работу в село Крестях. Проводили летний лагерь, где дети изучали и с ветеранами работали. Здесь старшая группа зарисовка первоклассного училища село Сунтар Сунтарского улуса. Зарисовали чертежи, эскизы. Это главный вид
план, график и вид сбоку. Потом мы перевели на программу AutoCAD, первое классное училище. Здесь основной вид, план, график первого этажа и вид сбоку. Это старинные картинки, где находилось первое одноклассное училище. Находилось оно около берега. Здесь другая группа работала в Ханкласском улусе, исследовали Николаевский собор. Вот так вот выглядел Николаевский собор. Вот это Качкасский Николаевский собор в 3D компас. Главный вид спереди, вид сбоку и вид сверху. Здесь вот делали ученики в AutoCAD и чертеж эскиз. А после этого мы проводили конференции Zoom, изучали и общались данным темам. После этого мы опубликовали в журналах, такие как Хатан и Кескин. В заключение хочу сказать, что мы считаем, что цель нашего исследования достигнута на все цели. В основном выполненные результаты нашего исследования являются конкретным продуктом справочных пособий, которые помогут разным учителям и ученикам нашей республики. Спасибо.